после операции. Свой диагноз Галина Минулина услышала 14 лет назад. Об онкологии женщина узнала на плановом приеме. Повезло, заболевание обнаружили на ранней стадии. Признается, жалеет, что до диагноза больницы сбегала. Надо следить за собой, внимание себе уделять. Просто вот я, может быть, даже и не пошла, не знаю, когда я пошла, если бы мне случайно вот так не сказали. Своевременное обследование – это гарантия не доводить до тяжелой стадии рака и вовремя начать лечение, говорят врачи. Ежедневно в онкологическом отделении 21-й поликлиники принимают до 200 пациентов. Здесь уже в этом году появится новый амбулаторный онкоцентр. В ближайшие 5 лет в рамках нацпроекта здравоохранения откроется 9 таких центров в 8 районах республики. У нас проходит около 2000-2100 пациентов в среднем. Здесь пациенты могут пройти специалистов как онкоуролога, онкогинеколога, онкомамолога, общего онколога. Первичному звену сегодня уделяется одно из главных мест в вопросах сохранения жизни. Именно на этом этапе медпомощи ошибки должны быть максимально исключены. Специалисты говорят, от этого зависит успех всего дальнейшего лечения. Работать врачи должны в современных условиях. Поэтому на модернизацию медоборудования в ближайшие 5 лет потратят более 2 миллиардов рублей. Определение злокачественного образования на первой и второй стадии – это принципиальнейший момент. Существует статистика, которая говорит, что в 85% случаев, если рак лечится на первой стадии, в 85% случаев этот рак будет полностью излечим. По словам специалистов, выявлять онкологию на начальных этапах помогает обычная диспансеризация. Так, с начала года благодаря ей удалось обнаружить злокачественные опухоли почти у 500 человек. 80% из них на ранней стадии заболевания. Раннее выявление онкологии и сокращение нехватки врачей – одни из 7 векторов развития Минздрава на этот год. Приоритеты определили сами жители. В голосовании поучаствовало более 6 тысяч человек. Этапы были какие? Во-первых, подготовительный период, когда мы наши эксперты прорабатывали направления здравоохранения, которые, по их мнению, должны волновать наше население. Второй этап, значит, мы утвердили эти все предложения наших экспертов. И третье, все обсуждения нашим населением. За последние годы в республике количество онкобольных выросло почти на процент. Сегодня под наблюдением специалистов более 113 тысяч пациентов. Но врачи напоминают, рак не приговор, а диагноз, если вовремя пройти диагностику. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.